наши взаимоотношения с Россией – это как раз то, что дает нам уверенность в том, что мы гарантированы от внешних угроз. Это дает нам возможность для экономического развития, потому что при том лояльном отношении, которое у нас сегодня есть с российским руководством, у нас есть все возможности для того, чтобы успешно развивать экономические взаимоотношения с Россией. Наша продукция пользуется спросом в Российской Федерации, если мы сможем поставлять высококачественные продукты, то для нас огромный российский рынок дает огромные возможности. Кроме того, мы, особенно вот в последние годы, видим интерес в инвестировании в Абхазию российского капитала. Это тоже дает возможности для развития. Это одна сторона дела. Другое то, что у нас вот есть договор о сотрудничестве военном, который дает нам надежные гарантии. Мы помним, что до нашего признания в 2008 году большие потери у нас были на границах с Грузией, где мы вынуждены были своими силами путем ротации охранять наши границы и действия террористических диверсионных грузинских отрядов тогда наносили большой ущерб и не только нашим гражданам, но и миротворческим силам, которые потеряли на границе с Грузией более 100 человек в свое время. И только после вот признания России, установления взаимоотношений с ней и союзнических наших договоренностей удалось вот прекратить всю эту деятельность формирования вооруженных грузинских. Более того, мы помним, что корабли, которые шли с грузами в Абхазию, задерживались в акватории нашего. И это происходило часто, достаточно. Все это прекратилось после 2008 года, после того, как у нас существует договор с Грузией. Это, конечно, большой для нас такой такие возможности дает для спокойного и динамичного развития. Но проблема в том, что мы сами здесь внутри не даем нормально развиваться нашей стране. Такое противостояние, которое у нас сегодня в обществе есть, оно, конечно, не дает делать такие значительные шаги в направлении развития. Вы знаете, Советский Союз, он разрушился из-за внутренних своих противоречий. Мы это все хорошо помним, видели. И вот как бы у нас здесь не произошло такое, потому что, как я вижу некоторые комментарии, которые вот в соцсетях, анонимные, даже не анонимно, которые пишут, ну, которые не видят ничего хорошего в том, что у нас происходит, один сплошной негатив, ну, и это же влияет на общественное мнение, такой пессимизм, и такое как бы демонстрация того, что мы вообще не способны государственность свою строить. Мы 30 лет противостояли всему миру, мы когда создавали это государство, мы против всего мира тогда пошли, который не согласен был с нашей независимостью. Но мы это сделали тогда, а сейчас внутри сами же разрушаем то, что мы создали, ради чего сражались. Поэтому нужен консенсус в обществе. И я думаю, что у нас общие цели у политических сил, но отрицать все, что дает возможность для развития, это, я не думаю, что это правильный курс для политических партий. Нам нужно выработать какие-то общие позиции по главным направлениям нашего развития. Так, конечно, должна быть критика власти, это все нормально, но она должна быть конструктивна, не так, как мы сейчас видим, что отрицается все. Все, что
может дать развитие страны, все подвергается сомнениям и все отрицается. Ну, так будет сложно развиваться, поэтому мы очень медленно движемся вперед. Мы ради того, чтобы обеспечить свою безопасность, в свое время и внешнюю безопасность, и экономическую безопасность, мы в свое время отдали ключевые элементы суверенного государства нашему стратегическому союзнику. Это хорошо известно. Мы пользуемся российской валютой, деньгами российскими. Это важный элемент суверенитета отдан, собственно говоря. И наши границы охраняют по всему периметру практически, по горам, по морю. С Грузией охраняют российские пограничники. Это тоже важный, ключевой такой элемент независимого государства. Но мы пожертвовали этим ради нашей безопасности и для нашего развития. Тогда никто ведь не критиковал это. А сегодня в чем видят потерю нашего суверенитета? Вот я смотрю, вот акцентирую внимание на передачу в Пицунде в аренду земли Российской Федерации. Ну, даже я видел карту, один изобразил деятель, в которой вообще не существует этой части нашей территории. Ну, слушайте, почему до сих пор такую карту не рисовали? Ведь эта территория еще в 1995 году передана Российской Федерации в аренду бессрочно. А по новому договору, который мы сейчас сделали, мы установили сроки 49 лет. Через 49 лет наши потомки будут решать, продлевать это или не продлевать. Более того, мы в новом договоре заложили возможность выхода из этого договора в случае невыполнения российской стороной своих обязательств. Ну, и это тоже не нравится людям. Я не знаю, после того, как приняли вот этот обновленный договор, который лучше для нашего государства, мы видим, что такое обрушилось и на парламентариев, которые приняли этот документ. Кстати говоря, именно в парламенте обнаружили те неточности, которые были допущены при составлении этого договора в плане нарушения координат. Именно в парламент это заметил, и тогда началась процедура исправления этого договора, и все пожелания, которые в обществе были, и среди оппозиции, и среди депутатов, они были учтены. И даже еще больше там мы записали в этом договоре, даже записали о том, что в случае расторжения договора, те строения, которые там будут на этой территории, переходят в собственность Абхазии, даже это записали. Но все равно это людям не нравится. Это уже на определенные мысли наводит, почему такое происходит, почему все отрицается, почему все это, все плохо в нашей стране для некоторых. Ну вот об этом надо задуматься. Нас не смогли завоевать внешние силы, особенно после того, как у нас такой союзнический договор с Российской Федерацией, эти планы совершенно неосуществимы в плане завоевания нашей страны, нас разваливает изнутри, и некоторые, я хочу очень верить, что несознательно это делают, они этому способствуют, конечно. Вы помните, когда Советский Союз, шахтеры выходили, бастовали, что лучше стало жить шахтерам после того, как Советский Союз распался? Или другим всем людям, которые тогда верили в то, что будет лучше. Вот для нас это еще большая опасность. Мы видим, вот такая великая страна, как Соединенные Штаты Америки, при той конфронтации, которая политически у них происходит, они сами заговорили о проблемах, которые могут ожидать их страну. А что говорить о нас, которые еще твердо не можем встать на ноги из-за того, что сами же не даем встать на ноги. Ну, я вот простые примеры приведу. Вот у нас была договоренность с Российской Федерацией в плане военного сотрудничества. Из-за того, что не дали нам тогда некоторые осуществить действия, которые сегодня привели бы к значительному усилению наших вооруженных сил, вот мы не смогли это осуществить. У нас были предложения российской компании по реконструкции перепадных электростанций, где каждый год они давали нам 250 миллионов
налогов плюс 15% генерирующей энергии. Такую волну подняли в обществе, сказали, что нет, пускай это лучше сделает Ингургес, то есть Грузия пускай сделает. Это на нашей территории находятся перепадные станции. В итоге и тем не дали, и мы потеряли 750 миллионов на сегодняшний день. И так и стоят разрушенные, они уже были бы сделаны. И много таких фактов. Ну, везде должно быть такое разумное решение, потому что у нас страхи есть, конечно, открыться и опять стать меньшинством в своей стране, мы этого, конечно, тоже не хотим допустить. Но в пределах разумного все это взвесить и законы принять соответствующие, которые гарантируют. Я за это. И вот то, что касается тех же апартаментов, почему я говорю, что нужен закон, нужно принять закон, потому что то, что сегодня происходит, это может совершенно к другим последствиям привести, поэтому нужно там ограничить вещи, которые бы гарантировали нашу безопасность, наш суверенитет, и чтобы мы снова не оказались в меньшинстве, конечно, в своей стране. Все это, я понимаю, в обществе есть страхи. Но если бы мы всего боялись, мы бы сегодня независимого государства тоже не имели бы, если бы мы такие осторожненькими были.